Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о библиотечных фондах, точнее о том, как должна измениться наша с вами политика по их комплектованию с учетом тех изменений, которые сегодня мы наблюдаем в нашем обществе. Но прежде чем начать говорить о политике, давайте вспомним, а что же это такое комплектование библиотечных фондов? Есть не что иное, как отбор и планомерное приобретение документов, соответствующих по содержанию задачам библиотеки и информационным потребностям читателей. А информационные потребности читателей – это как раз есть ощущение недостатка в информации какой-либо или знании. Как вы знаете, информационные потребности делятся на образовательные, досуговые, профессиональные и бытовые. И именно от того, как укомплектован наш с вами фонд, напрямую зависит возможность библиотеки удовлетворять выше названные потребности. Что такое политика фонда? Сегодня очень многие путают между собой такие понятия, как политика комплектования, профиль комплектования, тематико-типологический план комплектования. А между тем это все разные понятия. Политика комплектования – это есть некий декларативный документ, который всегда вывешивается либо на сайте библиотеки, либо на информационном стенде и позволяет нам с вами общаться как с пользователями, так и со своим учредителем. Это есть некая декларация о намерениях, в которой мы с вами отражаем приоритетные направления развития фонда, каким потребностям он будет у нас отвечать и его особенности. За рубежом у нас все библиотеки практически имеют подобный документ, и называется он «Политика формирования библиотечного фонда». Он основан в основном на модели конспектус, которая по сути и определяет полноту комплектования библиотечного фонда. На сайте ИФВА существует русскоязычная версия, как должен выглядеть вышеуказанный документ. И если у вас есть большое желание с ним познакомиться поподробнее, то вы по указанной на экране ссылке можете пройти на сайт ИФА и познакомиться с ним подробнее. Наши же ГОСТы определяют политику комплектования как стратегию, основанную на совокупности принципов, вытекающих из них критериев, методов деятельности по формированию и развитию библиотечных фондов. Какие же разделы должен отражать наш с вами под названием политика комплектования? Здесь нам с вами не обойтись без такого полезного инструмента маркетинга, как SWOT-анализ. Вообще маркетинговый подход к комплектованию фонда библиотеки заключается в комплексном видении фонда как товара, который предлагается пользователям в условиях рыночной конкуренции. Как правило, наш с вами пользователь оценивает фонд как с точки зрения его полноты, так и с точки зрения комфортности доступа к нему. SWOT-анализ позволяет определить ключевые факторы внешней и внутренней среды, позволяет выявить слабые и сильные его стороны, а также возможности и угрозы. Анализа внешней среды, это выявление тенденций, характеризующих состояние различных факторов, влияющих на библиотечный фонд и основных направлений их развития для дальнейшего прогнозирования возможных рисков и угроз, а внутренняя среда библиотечного фонда – это как раз подсистемы и процессы, которые влияют на его потенциал и способность к развитию. Одним из основных разделов политики комплектования как стратегического документа является анализ текущей ситуации. Здесь нам с вами необходимо проанализировать эффективность имеющейся уже у нас с вами структуры фонда, востребованность оказываемых услуг, изучить информационные потребности наших с вами жителей,
читателей. Иными словами, мы должны получить ответы на такие вопросы. Кто живет вместе работы нашей библиотеки, да? Чего хотят эти люди, как они удовлетворяют свои информационные потребности, достаточно ли им того, что может предложить библиотека. И вообще понимают ли они, какими ресурсами, да, на сегодняшний день эта самая библиотека располагает и как ими можно воспользоваться. Также необходимо изучить и деятельность основных производителей, да, в зоне обслуживания на рынке печатной продукции, именно в зоне нашего обслуживания. Но также одним из основных пунктов является миссия библиотеки. Политика комплектования в нашем документе, да, она должна быть отражена и заключается, собственно, в том, чтобы предоставить каждому пользователю качественный и эффективный доступ к любым информационным ресурсам, которые способствуют их образовательной, научной и профессиональной деятельности. Сегментация рынка библиотечных услуг, да, представляет собой разделение всей совокупности реальных и потенциальных пользователей на группы. Рынок этих услуг не является единым целым, да, это понятно, а представляет собой сумму отдельных сегментов, отражающих спрос различных категорий пользователей. Ну, смысл сегментации заключается не только в том, чтобы выделить отдельные группы, да, пользователей конкретными услугами, но и найти потенциальных потребителей. Содержание, особенности и отличия предлагаемой услуги во многом определяются тем, на какой сегмент рынка она ориентирована. При этом сегментация рынка услуг должна ориентироваться на потребителей конкретной услуги, а не на количественно преобладающую группу читателей нашей библиотеки. К этому следует добавить, что пользователями библиотечных услуг могут быть также и юридические лица, а также лица, не являющиеся читателями нашей библиотеки. Поэтому сегмент потребительского рынка и отличается от стат-группы читателей библиотеки. В третьем пункте документа мы уже формулируем цели и задачи для осуществления данной миссии библиотекой. Ну, в качестве цели мы можем указать, например, создание привлекательного имиджа библиотеки у населения, как библиотеки семейного чтения, да, имеющий набор специализированных фондов, предоставляющий качественно новые услуги читателям, именно, допустим, возможность совместного посещения и обслуживания в библиотеке, в том числе с маленькими детьми, проведение интересного совместного досуга, получение квалифицированной психолого-педагогической помощи и так далее. Да, чтобы достичь нам с вами этой поставленной цели, мы должны решить задачи. Ну, там, допустим, создать новые специализированные подразделения в библиотеке, да, отделы какие-то, или создать специализированные фонды, как комната сказок, игротека, фонотека и так далее. С вами политики комплектования необходимо и отразить общую структуру фонда. Какие фонды мы с вами предполагаем иметь? Это абонемент, читальный зал, или это специализированные отделы фонда, или коллекции, и так далее. По каждому из них определяем основные разделы. Наиболее подробно здесь описывается профилированная часть фонда, в наибольшей степени ориентированная на потребности обслуживаемого населения. Подготавливается перечень предметных областей, определяется контингент заинтересованных читателей, по каждому выделенному направлению устанавливаются необходимые типы и виды изданий, которыми будет наша с вами библиотека комплектоваться, да, но и глубина комплектования – полно, выборочно или очень выборочно. Также в нашем с вами документе под названием «Политика комплектования», да, как стратегический документ, мы еще помним об этом, нам, конечно же, необходимо отразить ограничения в комплектовании. Да, какие мы с вами устанавливаем ограничения. На сегодняшний день это очень актуально.
так как можно наблюдать огромное количество книжных даров, которые сегодня нам носит наше население. И очень важно в политике комплектования прописать, какие книги или какими книгами мы не комплектуемся. Да, это может быть ветхие книги, это устаревшие книги, это книги в мягком переплете с клеевым скреплением и так далее. Также в нашем документе необходимо прописать порядок списания, главное согласовать его с учредителем, да, а также изучение использования фонда, установить сроки ответственных и технологию. Также здесь необходимо прописать, возможно, каким образом в процессе формирования фондов участвуют остальные работники библиотеки, да, отделов обслуживания, ведь это задача не только отдела комплектования, а всей команды, всех специалистов библиотеки, занятых как с работой с фондом, так и обслуживанием читателей. Что касается профиля комплектования, в отличие от политики комплектования, он является долгосрочным документом и разрабатывается на 5-10 лет и, собственно, регламентирует основные направления комплектования системы библиотечных фондов, определяя тематику, виды, экземплярность книг, включаемых в состав библиотечного фонда. При составлении профиля комплектования нам с вами необходимо проанализировать сферу деятельности библиотеки. Да, какой у нас обслуживаемый контингент пользователей, определить приоритетные направления комплектования фонда в соответствии с целями и задачами, стоящими перед библиотекой, проанализировать информацию о составе и использовании уже существующего фонда, изучить информационные потребности пользователей. И также немаловажным является подготовка таких документов, как положение о системе фонда, положение об отдельных фондах, и также определиться с показателями полноты и экземплярности документов. Как мы с вами знаем, профиль комплектования фонда библиотеки состоит из двух блоков информации. Это методического и технологического. Методический блок образован следующими разделами. Это пояснительная записка к профилю комплектованию и методические указания. В пояснительную записку включают такие сведения, как статус библиотеки, цели и задачи функционирования библиотеки, анализ целевой аудитории и ее информационных потребностей, описание состава фонда, обоснование совокупности принципов комплектования, методов и порядков комплектования фонда, бюджет комплектования библиотечного фонда, способы и источники комплектования и виды комплектуемых документов. Ну и, собственно, технологический блок, он состоит из нашего с вами тематико-типологического плана комплектования в больших случаях, где мы с вами уже именно в нем отражаем тематику и тип и виды издания, да, и какое количество мы будем комплектовать того или иного вида издания. Ну, о том, как должен выглядеть сегодня профиль комплектования и что в нем необходимо отражать, вы узнаете более подробно, заглянув в ГОСТ 7.0.102/2018, профиль комплектования фондов научных библиотек, структура. Что касается тематико-типологического плана комплектования, то этот документ относится к более оперативным документам, то есть когда вы уже понимаете, какая миссия библиотеки, какая у вас маркетинговая концепция, какая у вас политика комплектования, профиль комплектования, вы уже, собственно, можете либо вносить изменения в уже существующий тематико-типологический план комплектования, либо составлять новый, если его еще нет у вас. Здесь вы также определяете степень важности комплектования документов определенного вида в пределах от документов, которые необходимо иметь в фонде, до документов, включаемых в фонд в редких случаях. На сегодняшний день в условиях недостаточного финансирования деятельности
по комплектованию фондов, как никогда остро встает вопрос об изменении самой политики формирования фонда. С этой целью во многих библиотеках сегодня реализуются программы по модернизации документных фондов, конечным результатом которых является создание фонда, удовлетворяющего качественным требованиям и сформированного с оптимальными затратами. Ну, какие глобальные задачи, в основном ставят сегодня перед собой библиотеки в данной области? Это оптимизация комплектования фонда, это поиск дополнительных источников документоснабжения, эффективное использование уже имеющегося фонда библиотеки. По этому пути пошла и идет наша библиотека национальная. И в 2018 году нами была разработана программа по модернизации информационных ресурсов на 2018-2020 годы. Мы пошли по пути всем известного высказывания «напиши, как надо делать, и делай, как написано». В нашей программе мы сделали попытку отразить такие вещи, казалось, уже всем известные, и понятные, но тем не менее мы обратили и на них в том числе внимание. Ну, на представленном слайде вы видите основные направления, которые мы указали в нашей программе. Это управление процессом, это изучение востребованности, это разработка документов, это текущее комплектование и докомплектование фонда, это работа с ретроспективным фондом, организация фонда, раскрытие фонда и полнотекстовые ресурсы. Ну, ожидаемым результатом выполнения такого направления, как управление процессом модернизации фондов, мы видели совершенствование всех видов работ, связанных с фондом, в том числе на основе анализа стат-показателей объема фонда, его обновляемости, читаемости, востребованности. Внесение изменений в должностные инструкции также мы посчитали нужным сделать, где мы в должностных закрепили за отдельными сотрудниками такое направление, как работа с фондом. Ну, результатом различных изучения востребованности фондов у нас явились деятельность по мониторингам, мониторингом востребованности фондов. Она нам позволила посмотреть на документный фонд глазами пользователей, уточнить цели чтения и тематику нашей модели фонда, выявить пробелы в комплектовании и в составе фонда, определить приоритеты дальнейшего комплектования. Собственно, работа с ретроспективным фондом, здесь мы осуществили такую большую деятельность, как перераспределение малоиспользуемых фондов. Мы поделили монографии и учебные издания. Все научные издания, которым уже более 5 лет у нас, были переданы в отдел книгохранения, учебные издания в отдел абонемента и так далее. Таким образом, любой стратегический документ, связанный с формированием фондом, должен быть прежде всего рассчитан на совершенствование библиотечного фонда как основы для увеличения читательского спроса. Сегодня все чаще и чаще мы слышим такие призывы, как уходить от формального комплектования всей литературы к формированию фонда знаний, то есть выбирать именно ту информацию, которая несет новые знания. На самом деле это огромный труд, это содержательный отбор на уровне комплектования, в связи с чем необычайно возрастает роль, как мы с вами знаем, личности комплектатора. Комплектатору сегодня необходимо иметь представление обо всем комплексе современных источников и способов документоснабжения библиотек. Оперативно принимать решения об использовании того или иного источника комплектования в условиях внедрения рыночных отношений в книжное дело. Знать структуру
документного рынка и основные механизмы его функционирования. В конечном итоге очень многое зависит именно от того, насколько он активен, квалифицирован и компетентен. Комплектование и использование электронных ресурсов как важной и органической части библиотечного фонда неизмеримо расширяет возможности современных пользователей и вместе с тем усложняет задачи комплектатора и предъявляет к нему более высокие квалификационные требования. Требования, выдвигаемые сегодня к муниципальным библиотекам, требуют кардинального пересмотра содержательного, качественного наполнения фондов и изменения принятой традиционной технологии комплектования. Необходимо сегодня нам с вами понять, что в печатном виде все скомплектовать невозможно. Необходимо использовать новые возможности цифровой среды, применять современные модели комплектования, использовать дополнительные источники комплектования и так далее. Ну, на благотворительном комплектовании, да, или как его называют, народном комплектовании, да, я подробно останавливаться не буду, оно всем нам хорошо известно и в последние годы для многих библиотек стало основным способом пополнения фондов. По оценке экспертов, на сегодняшний день именно пожертвования составляют от 60 до 80% поступлений. Библиотеки стараются привлечь как можно больше различных организаций и учреждений, благотворительных фондов и частных лиц в качестве участников безвозмездного комплектования. С этой целью проводится целенаправленная работа с потенциальными дарителями, организуются благотворительные акции и встречи с писателями, ведется поиск новых путей сотрудничества с издательствами, используются краудфандинговые платформы и многое другое. Но, как я уже говорила выше, одним из дополнительных источников, способов пополнения библиотечных фондов является получение пожертвований от дарителей, да, учреждений и частных лиц. Дар – это безвозмездная передача библиотеки, изданий и других документов отдельным лицом или организацией. Фонды, как наша библиотека, да, то есть крупных библиотек, поступает очень много подаренных книг. И среди них очень часто мы можем увидеть уникальные издания, книги, представляющие научную и художественную ценность для страны, допустим, да, даже такие у нас есть. Да, и мощным средством поддержки библиотек сегодня являются проводимые благотворительные акции. Ну, допустим, в рамках года культуры, года литературы, акции, посвященных юбилею библиотеки и так далее, и так далее. Политика работы с книжными дарами заключается в том, что с одной стороны дарителей следует поощрять, да, и стимулировать, но с другой стороны нам надо с вами четко определить те критерии, по которым будут приниматься дары книжные. Этот перечень критериев необходимо выложить на сайте библиотеки, да, или на информационном стенде библиотеки, да, допустим, с объявлением о проведении акции и одновременно с указанием тех критериев, по которым мы не можем с вами принять данные книжные дары. Ну, вообще, любой библиотеке стоит выделить работу с дарами и дарителями в особое направление комплектования, да, и важным элементом которого должно стать информационное сопровождение. Это списки дарителей, они размещаются на сайте, да, и информационном стенде библиотеки. А в качестве поощрения и выражения благодарности за участие в благотворительной акции необходимо в течение года запланировать и провести мероприятия, на которые можно пригласить наиболее активных участников акции. А в знак благодарности уместно вручить письма благодарственные, да, открытки и так далее. Да, основное преимущество данного способа пополнения фонда – это бесплатный характер новых поступлений и возможность, хоть и небольшая, получения редких, ценных и уникальных документов. В любом случае
проведение подобных акций является дополнительным и весьма ощутимым источником пополнения библиотечных фондов. Также в пополнении фондов сегодня играют и такой вид деятельности, как книгообмен. Почему-то о нем сейчас уже многие забыли. Да, это передача документов в постоянное пользование из одних документов, документных фондов в другие. С его помощью можно вполне себе очень даже ликвидировать образующиеся пробелы в комплектовании. Да? Можно пополнять свои фонды такими произведениями, которые, как правило, уже невозможно приобрести ни в одном из источников комплектования. Обменный фонд России сегодня – это ценный, но пока еще очень слабо используемый национальный информационный ресурс. Да, и любая библиотека, и муниципальная библиотека в том числе, может вполне себе при доукомплектовании книжных фондов использовать книгообмен. Также одним из вариантов пополнения фонда является участие библиотек в конкурсах и проектах, которые сегодня проводят различные благотворительные фонды и организации. Я думаю, что об этом вы все знаете. Единственное, что вот в качестве примера могу здесь упомянуть, что самый популярный конкурс на сегодня среди библиотек является международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива», который с 2013 года осуществляет фонд соработничества. Цели фонда вы можете видеть на слайде. И если вы выйдете на сайт этого фонда, то вы также можете увидеть требования, предъявляемые к конкурсной заявке, и поучаствовать в их проекте. Также с 2008 года в нашей стране реализуется проект «Большая книга. Встречи в провинции». Это совместный проект Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда «Пушкинская библиотека», который направлен на привлечение внимания молодежи к современным авторам, да, внесшим значимый вклад в художественную культуру нашей страны. За годы существования проекта уже лауреаты данной премии побывали в 40 регионах нашей страны, и каждая из библиотек, принимающих участников вот этого проекта, получает в подарок книги лауреатов данной премии. В 2020 году Национальная библиотека Республики Коми должна была принять участников этого проекта, но в связи с пандемией все мероприятия в рамках этого проекта прошли в режиме онлайн, но тем не менее одно из условий осуществления этого проекта было соблюдено, и Национальная библиотека получила в подарок 60 книг лауреатов данной премии. В последнее время появилось еще одно направление для поддержки комплектования библиотек – это использование краудфандинговых платформ. Я думаю, что о них вы тоже слышали, и одной из таких является сервисная платформа planeta.ru, которая предоставляет пользователям возможность принять участие в меценатском проекте «Библиородина». «Библиородина» – это интернет-сервис для поддержки региональных библиотек, созданный при участии Государственной Думы и Всероссийской библиотечной ассоциации. Это новый формат подписки, и базируется он на принципах краудфандинга, так называемого народного финансирования, и меценатства. Библиородина позволяет оформить подписку на издание в дар библиотекам и получить взамен вознаграждение от издательства и статус мецената. Любой человек, желающий оказать помощь библиотеке, заходит на данный сервис, выбирает из списка библиотеку, которой он желает помочь, оплачивает подписку на то или иное издание и как бонус приобретает возможность получать данный журнал в электронном виде и, как было сказано выше, статус мецената.
Также одним из дополнительных источников комплектования на современном этапе, особенно может быть для библиотек, может стать участие в проектах взаимодействия с издательствами. Проекты взаимодействия издательств и библиотек предполагают оказание издательствами помощи библиотекам в приобретении необходимых книг, которые, собственно, выглядят следующим образом. Библиотека пишет письмо издательству о желании поучаствовать в подобном проекте. После подтверждения издательством готовности сотрудничества уже библиотека готовит список необходимых ей книг, список передается издательству, уже сотрудники издательства осуществляют поиск спонсора, спонсор оплачивает заказ, и заказ доставляется в библиотеку. Конечно, проектная работа и участие в подобных благотворительных акциях не способны решить все проблемы комплектования, заменив основные способы закупки, но они могут внести свой вклад в пополнение фонда библиотеки любого уровня. Одной из современных моделей комплектования является участие читателей в комплектовании, так называемое комплектование, управляемое пользователем. Как с использованием цифровых технологий, это прежде всего ЭБС, которых сегодня великое множество, да, и которые предоставляют возможность читателям получить доступ к огромному количеству книг, в том числе аудиопериодики. Библиотека, подписываясь на ЭБС, оплачивает книги, которые выбрал читателя и которые точно были востребованы. То есть деньги расходуются точечно и исчезает риск приобретения книг, которые так и не найдут возможность своего читателя в библиотеке. Как это часто, и это не секрет, бывает в процессе комплектования печатными книгами. Ну, по такому принципу сегодня работает всем нам известный Литрес. Что касается печатных изданий и участия читателей в комплектовании, то здесь и полезно будет упомянуть опыт Российской государственной библиотеки для молодежи, описанный ее директором Ириной Михновой, которая, собственно, и отмечает, что, как правило, комплектованием на сегодняшний день печатного фонда в общедоступных библиотеках занимаются специалисты отдела комплектования, которые, понятно, знают текущий его состав фонда, да, какие сегодня у нас печатные источники информации о книгах есть. Да, но слабое место, по ее мнению, в этой системе – это то, что комплектаторы сегодня отделены от читателей, а непосредственно с читателями у нас сегодня кто находится? Специалисты залов обслуживания. И с учетом этого библиотека для молодежи предложила несколько иную схему по комплектованию фонда, которая себя успешно и зарекомендовала и действует поныне. Здесь главными действующими лицами данной схемы являются библиотекари и библиографы залов обслуживания, которые, собственно, и занимаются анализом книжного рынка и составлением списков книг для закупок. Они проходят специальную подготовку, выступают экспертами по закрепленному за ними разделу фонда. Помимо учета читательских отказов, они просматривают каталоги издательств, мониторят молодежные соцсети, анализируют книготорговые рейтинги, посещают книжные магазины. В этот анализ они также вовлекают молодых сотрудников и волонтеров, которые, собственно, уже фактически отражают потребности и предпочтения целевой аудитории. Да, в данном случае это молодежь, так как библиотека для молодежи. Для этого, как они это делают? Для этого на флипчартах, да, или офисных мольбертах раз в 2 недели выставляются и вывешиваются вопросы, на которые молодежь, собственно, и отвечает. Какие там вопросы, да? Давайте вместе сформируем золотую сотню книг. Или какие книги вы искали, но не нашли в нашей библиотеке. И затем уже библиотекари анализируют, да, и учитывают данные ответы на данные вопросы. Собственно, отдел комплектования уже сводит воедино заказы и осуществляют закупку. И поэтому популярные книжные новинки уже меньше, чем через месяц после выхода в свет оказываются доступны читателям. А при такой схеме постепенно состав фонда в залах
стал более качественным и актуальным, отмечает Михнова. Да, и это привело к изменению состава читателей. Как она отмечает, сегодня в их библиотеке старшеклассники и пожилые люди, которые были до того, посещали библиотеку, их сменили сегодня студенты и люди молодого и среднего возраста. Вообще современная библиотека сегодня должна быть навигатором в поиске и предоставлении знания, центром местного сообщества, интеллектуальным центром развития личности, да, и организации полноценного досуга, центром поддержки предпринимательства и малого бизнеса. В числе ее задач – оказание помощи в образовании и повышении квалификации, реализация концепции обучения в течение всей жизни, удовлетворение информационных потребностей, связанных с жизненным циклом человека, ориентация на потребности местного сообщества. Ну и также библиотека должна, естественно, сегодня иметь возможности для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Но, собственно, те же самые задачи сегодня перед нами ставит и стандарт модельной библиотеки нового типа Республики Коми. И здесь возникает вопрос, а как в этих условиях, собственно, нам с вами не превратиться в досуговый центр, а смочь обеспечить актуальность фонда и сохранить читателя? Особенно острым этот вопрос становится, когда мы видим результаты одного из социсследований, посвященного изучению свободного времени человека. Данное социсследование говорит нам о том, что, если мы посмотрим на цифры, что чтение книг и периодики сегодня у молодого человека занимает далеко не первое место. Да? И в среднем составляет около получаса в день. И этот факт мы также должны учитывать при комплектовании наших фондов, особенно фондов библиотек нового типа. И прежде всего обращать внимание на новые форматы книг, сегодня, которые не книг даже, а документов в целом, которые сегодня появляются на нашем документном рынке. Да, это какие издания? Это мультимедийные и кроссплатформенные издания. Да, это издания с использованием технологий дополненной реальности, да, это поп-книги, книги с объемными и подвижными иллюстрациями, которые словно выпрыгивают со страниц книг. Очень, очень красивые издания. Это мультимедийные издания и кроссплатформенные, которые, собственно, способны открываться как на обычном стационарном компьютере, так и на ноутбуке, планшете, смартфоне, айфоне и любых приставках игровых. Издания с использованием технологии дополнительной реальности, вы знаете, что это такое. В данном случае вы видите книгу издательства Девар, которая называется «Анатомия» и выглядит следующим образом. Я думаю, что книги подобного формата обязательно должны быть представлены в модельных библиотеках. Также очень интересными сегодня являются книги поп-ап книги, или книги панорамы. Их вы также уже, я думаю, многие с ними знакомы, особенно детские библиотеки. Очень интересными сегодня являются книги, так называемые книги с волшебными створками. На примере я хочу вам показать, это книги издательства Робинс. Они выглядят вот так.
This old man, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Ну, на мой взгляд, книги указанных форматов обязательно должны присутствовать в фонде модельных библиотек. А всеобщей тенденцией в настоящее время становится повсеместный переход к использованию в текущем комплектовании информационных технологий и ресурсов интернета. Сегодня библиотеки имеют возможность получить доступ к уникальным электронным ресурсам самых наших с вами крупных библиотек. Да? Это Национальная электронная библиотека. НЭБ обеспечивает свободный доступ граждан нашей страны ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, от книжных памятников истории до новейших авторских произведений. 2 июня 2019 года на площадке фестиваля «Красная площадь» состоялась презентация библиотеки как цифровой продукт. Да, это новый проект НЭБ, который, собственно, сегодня предполагает создание некой продуктовой стратегии НЭБ. Да, то есть будут формироваться продукты, электронные коллекции в расчете на определенные категории пользователей. Предполагается создание таких коллекций, как учебный минимум школьника, наука, библиотека, книжные памятники и энциклопедии. На сегодняшний день сформирована коллекция «Учебный минимум школьника», которую могут посмотреть все желающие и абсолютно бесплатно. В эту коллекцию вошло новое мобильное приложение для чтения «Свет». Оно же открывает доступ к более чем 1000 мировых и российских литературных произведений, да, сотням фильмов, спектаклей. И это, я замечу, бесплатно для всех граждан нашей страны. Ну, скачав данное приложение и прочитав книгу, можно, не выходя из приложения, посмотреть ее экранизацию и поставленный по этой книге спектакль. Другая коллекция из этих коллекций – это книжные памятники. Да? Эта коллекция заключается в оцифровке наиболее редких и ценных книг Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. А с этого года к участию в данном проекте подключилось еще 10 библиотек Российской Федерации. Это библиотеки субъектов нашей страны. И всего до 2024 года планируется оцифровать 48 тысяч документов. Ну, остальные коллекции из вышеуказанных, как наука, библиотека и другие коллекции, еще только предполагается создать. Ну, также отдельным сегментом в НЭБ входит Национальная электронная детская библиотека, но на ней мы не будем подробно останавливаться. Я думаю, что все из вас с ней знакомы, и как ею пользоваться, и что в ней можно найти. Ну, общей тенденцией в настоящее время становится повсеместный переход к использованию в текущем комплектовании информационных технологий и ресурсов интернета. Использование возможностей интернета при комплектовании фонда предполагает выявление интересующих изданий, получение о них необходимой информации и оформление заказа. Сегодня для поиска новых книг нужно просто зайти на сайт книжного интернет-магазина или издательства. И комплектатору важно знать электронный адрес искомого сайта и иметь, собственно, опыт работы с таким ресурсом. Книжные интернет-магазины и сайты издательств можно охарактеризовать как идеальный источник информации. Ну, а с целью быстрого поиска необходимых документов можно, собственно, обратить внимание на интернет-навигатор комплектования, который находится на сайте Российской национальной библиотеки и целью которого, собственно, и является информационное сопровождение комплектования всех библиотек.
Ну, на данном сайте приведены имеющиеся поисковые системы. В самом разделе «Источники комплектования» перечислены сайты книжных издательств, интернет-магазинов, электронных библиотек, электронных библиотечных систем, агентств по подписке, список электронных библиотечных систем и так далее, и так далее. В своей деятельности очень даже советую, если вы еще не обращались к этому ресурсу, обратить на него самое пристальное внимание. Ну, в процессе комплектования стоит обратить обратить внимание, да, на такой информационный ресурс, как полка, да, который, собственно, в себе объединяет самые важные книги о русской литературе. И что примечательно, этот проект создается сотрудниками Пушкинского дома, и, что самое важное, помогает нам разобраться в классических произведениях, да, не только в классических, да, но, что и немаловажно, в современных произведениях сегодняшних, да, о которых еще пока мало сказано, но о которых нам с вами, может быть, и нашим читателям хотелось бы узнать побольше. Вот советую воспользоваться данным информационным ресурсом. Также сегодня, комплектуя фонд, необходимо задуматься не только о том, что физически поставить на книжную полку, но и о том, что предложить нашим читателям через онлайн-полку. Компьютерные технологии позволяют существенно, понятно, да, расширить фонд любой библиотеки за счет полнотекстовых баз данных, электронных библиотек, создаваемых в том числе и самой библиотекой. Ну, как правило, данные электронные ресурсы, я имею в виду создаваемые самой библиотекой, являются краеведческими и создаются путем оцифровки произведений местных авторов, да, или там местных периодических изданий, местных изданий повышенного спроса или изданий, имеющихся в единичных экземплярах. Ну, активный процесс оцифровки собственных библиотечных фондов связан с изменениями в предпочтений пользователей в выборе источников информации. За последние годы прослеживается устойчивая тенденция увеличения числа обращений пользователей к краеведческим полнотекстовым ресурсам через сайты библиотек. Ну, также существенным дополнением в обслуживании пользователей может стать доступ к удаленным полнотекстовым каким-то ресурсам. Да, о них вы тоже знаете. Это Litres, это paupre.com, это Киберленинка, это Nonfiction и так далее. Ну и использование, естественно, да, в своей работе данных ресурсов позволяет значительно повысить уровень удовлетворения потребностей наших с вами пользователей. Ну, если мы говорим с вами о библиотечном фонде в контексте его комплектования, то надо иметь в виду, что электронные ресурсы, на которые не были приобретены права доступа, не могут быть включены в его состав. В библиотечный фонд входят только документы, которые библиотека так или иначе приобрела или оформила права доступа. Для включения в фонд электронных ресурсов библиотека должна оформить право на доступ, то есть мы можем включать в фонд только лицензионные ресурсы. Библиотека может вести отдельный учет свободных ресурсов и оформить отдельный сегмент, который не причисляется к фонду и никак не сказывается на стат-показателях. И метаданные свободных ресурсов можно вносить в справочно-поисковый аппарат библиотеки. К типам электронных ресурсов бесплатного доступа относятся очень сейчас актуальные ресурсы, предоставляемые в рамках инициативы открытого доступа. Это направление очень активно развивается с начала 2000-х годов. И, как правило, это ресурсы научного направления и поддерживаются за счет инициативы авторов, научных издательств и, понятное дело, да, в связи с чем являются достаточно качественными.
Но если мы говорим с вами о публичных библиотеках, то, естественно, мы не можем ограничиваться только этими ресурсами. Довольно востребованными сейчас являются ресурсы, доступные пользователям в рамках соблюдения законодательства, да, в том числе ретроспективные издания, которые не подпадают под закон об авторском праве. Это могут быть законодательные издания в базах данных. Да? Ну, собственно, официальный интернет-портал правовой информации право.gov.ru – это сайт, на котором публикуется всем нам известное собрание законодательства Российской Федерации. Ну, в открытом доступе можно воспользоваться инициативными ресурсами, да, физических лиц, но, на мой взгляд, это самый сложный сегмент, так как вопросы легитимности, да, то есть законности, да, размещения ресурсов всегда остаются. Существуют определенные проблемы в комплектовании ресурсов свободного доступа, и среди них наличие большого количества нелегитимных ресурсов, которые могут быть очень интересными, познавательными, спрашиваемыми, но его собирает какое-нибудь физическое лицо по собственной инициативе, собственно, не особо заботясь о его законности, да, соблюдении авторских прав. И второе – это отсутствие каких-то сегодня, к сожалению, нормативных требований, да, к отбору, учету и сохранности этих самых сетевых электронных ресурсов. Да, то есть мы с вами можем их собирать, но никто и никогда не даст нам с вами никаких гарантий, что эти ресурсы, допустим, будут доступны завтра, через месяц или через год. Да, на сегодняшний день весьма актуальна проблема неподдерживаемых электронных ресурсов. Вообще, по стат-данным, в среднем 44% ресурсов существует в сети в течение 1 года. Дальше это либо закрытые сайты, либо перепроданные домены, либо просто брошенные ресурсы. Ну, технологически работа со свободными ресурсами похожа на технологическую схему работы с ресурсами удаленного доступа, да, нашими с вами. То есть это выявление и оценка ресурса, это включение метаданных ресурсов в поисковые сервисы библиотеки, это организация ссылок навигационных сервисов, да, на эти самые ресурсы на сайте библиотеки, ну и, естественно, поддержание и актуализация ссылок. Подводя итог всему сказанному выше, хочу еще раз озвучить, что современный объем информации, который сегодня необходимо постоянно мониторить, да, для отбора книг или ресурсов в фонд конкретной библиотеки, настолько велик, что комплектование сегодня перестает быть задачей одного комплектатора. Комплектованием сегодня занимается вся команда библиотеки и прежде всего работники, занятые обслуживанием читателей. Ну, на этом я заканчиваю свою лекцию. Надеюсь, что информация для вас была полезной. Может быть, о многом вы уже знаете, слышали и используете в своей деятельности, что очень приятно. Но, возможно, для кого-то что-то было новым, и очень приятно было поделиться с вами своими знаниями. Если у вас остались какие-либо вопросы, связанные с данной темой или связанные с учетом документов, вы можете всегда позвонить на указанный телефон или написать на указанную электронную почту. Всего вам доброго, до свидания.